Мы находимся в городе Дашогуз. Посмотрим, как здесь обстоят дела с изучением иностранных языков. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы преподаете русский язык. Русский язык для наших детей является иностранным языком, и поэтому мы большое внимание уделяем, желательно индивидуально у нас занятия идут, потому что каждому нужен свой подход. С кем-то нужно больше общаться, развивать устную речь, с кем-то нужно больше письменную речь развивать. Они очень много читают дополнительную литературу. У нас есть библиотека, где много очень произведений на русском языке. Они берут, затем у нас проходит кружковая работа, они приходят на эти кружковые работы, там, соответственно, плану, рассказывают какие-то произведения, какие-то новые стишки. Очень многие ребята принимают активное по своей воле, по своему желанию участие в интернет-олимпиадах, где занимают места, призовые места. У нас очень много детей, которые получили кубки, которые получили в международных олимпиадах медали, дипломы, соответственно. У меня в основном старшие классы, они очень увлечены на русском языке чтением произведений Пушкина. Они, кроме этого, читают и Байрона на русском языке, они читают произведения Шекспира на русском языке, Тургенева, конечно, само собой. Расскажите немного о школе, о том, что у вас здесь есть, какие условия созданы и для учеников, и для учителей. Мне очень нравится наша школа. Здесь ученики тоже чувствуют себя очень комфортно, так же, как и учителя. У нас есть кабинеты с интерактивными досками, где мы можем доступно показывать какой-то материал определенный именно по нашему предмету, где мы часто очень после уроков смотрим фильмы по произведениям, например, «А зори здесь тихие», произведения Толстого «Война и мир», отрывки иногда изучаем с ними. Это вызывает очень большой интерес для учеников, потому что они не просто это слышат, но они еще это и видят, они воспринимают это со всех точек зрения. Наша школа специализирована на иностранные языки, как я уже сказала, и дети действительно говорят и на немецком, и на английском, и на русском языках, в основном свободно. Можете сравнить свои учебные годы и годы нынешних школьников? Конечно же, могу сравнить, потому что в наши годы это было все немножечко не так. У нас не было такого яркого, такого наглядного какого-то восприятия. Мы просто читали произведения, смотрели какие-то иллюстрации, писали, и ничего такого особого у нас не было. У нас были субботники и так далее. А сейчас наш уважаемый президент Гурбангулы Бердымухамедов создал все условия для наших учеников, потому что они, помимо того, что учатся, они не заняты какой-то посторонней лишней работой. Очень много создано в нашей стране спортивных каких-то кружков, каких-то музыкальных комплексов, и большая часть наших учеников, конечно же, занимаются не только тем, что они учатся и учатся, а у них очень разнообразных интересы. Кто-то ходит на вышивку, именно по национальной культуре, кто-то ходит в танцевальные кружки, кто-то ходит на музыку, кто-то занимается очень активно спортом. Мы все знаем, что в Туркменистане 3 языка основных, правильно? Это туркменский государственный язык, русский язык и английский язык. Поэтому во всех организациях мы можем свободно говорить на русском языке. Наши ученики поступают не только здесь, в Туркменистане, но и по всему миру. И, конечно же, наряду с английским языком они свободно владеют и русским языком, и это им, конечно же, оказывает очень большую помощь. И даже многие ученики, мои ученики, которые поступили и учатся сейчас в России, в Белоруссии, в Украине, они очень благодарны, мы с ними переписываемся, и они говорят большое спасибо за то, что они изучали русский язык, за то, что они добились таких результатов, потому что в мире смотрят на них немножечко с такой настороженностью, что они с Туркменистана, они, наверное, не знают русского языка. Нет, они совершенно спокойно владеют русским языком, даже принимают участие там в олимпиадах. Максат, а как вам помогает знание иностранных языков? Знание иностранных языков мне очень помогает. Мы, когда выезжали с Туркменистана на чемпионат мира, на чемпионат Евразии, мы там разговаривали с турками, Казахстан, с Узбекистаном приехали, строили диалоги. А здесь мои достижения.
Максат, обычно спортсмены, которые достигают вершин спорта, достаточно слабы в учебе. Вы пропускаете занятия? Ну, я вам скажу честно, ну, пропускал, но отрабатывал, да. Вот у нас, когда освободили, я в школе не учился где-то 2 месяца. Да? И потом здесь я после учебы оставался и репетировал все, я своих одноклассников догонял. Расскажите, пожалуйста, чему вы учите своих учеников? Здравствуйте. Я учу своих учеников, конечно, чтобы они свободно излагали свои мысли, свободно, чтобы говорили, чтобы они не терялись ну, при встрече русских или других иностранцев, чтобы они владели свободным языком через художественную литературу, прививают любовь к сказкам, к чтению. Что любят читать ваши ученики? Ну, так как у меня средние классы, 5, 4, 6 классы, они любят больше сказки. А старшеклассники, они, ну, им любовная лирика Пушкина больше нравится. Они сразу за Евгения Онегина хватаются, там особенно вот эта переписка Онегина с Татьяной Лариной. Даже учат письмо Татьяны Лариной к Онегину наизусть. И я, конечно, сопоставляю урок свой параллельно с русскими и с туркменскими классиками. Просто нельзя, чтобы они забывали наших туркменских классиков. В программе есть произведения туркменских писателей или поэтов на русском языке. И они, дети, с удовольствием учат туркменских классиков тоже, так же, как и русских. То есть это уже знакомые им произведения, но на русском языке? Да, они любят. Они даже по-своему закрывают книгу, по-своему стараются переводить их. Стихи Махтумкули постараются переводить. Правда, они еще маленькие, не получается, но пытаются. А ваша методика преподавания? Вы знаете, сейчас вот нынешняя молодежь, им мало давать готовые упражнения на дом. Надо их мотивировать работать самим. Например, вот у нас устраиваются недели русского языка, вечера или дни поэзии, например. Вот у нас скоро юбилей Пушкина на нас планируется 6 июня. И вот дети с удовольствием готовили, макеты они готовили слайды, они инсценировали, даже старшие классы у них инсценировали Евгения Онегина. Я им даю задание создать слайд на тему, на любую тему, да, и вот они с удовольствием готовят слайды. Если честно, мне самой приходится у них многому учиться. Они очень быстро схватывают. Значит, не пропал мой труд. Есть кому доверить учительское дело в будущем. А вот о вашей премии. Расскажите немного о ней. Как вообще вы пришли к подаче эссе на эту премию и довольны ли вы тем, что получилось? Эта попытка у меня уже 2-й раз. Я написала, и я не поверила. Вы знаете, 6 июня они публикуют на сайте, российской газеты публикуют имена уже победителей. И я не поверила, прочитав там свое имя. Это было нереальное. Я не могу даже объяснить это. Для меня была высокая честь представлять свою родину в столице Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, больше о внеклассных занятиях. Я хочу сказать, что по сравнению с нашим временем, с моим поколением, дети помимо школы, они ходят в спортивные секции, в музыкальную школу, в образовательные центры по изучению языков. Но ведь все условия созданы не только для учеников, но и для учителей. Конечно, для учителей тоже созданы очень хорошие условия у нас. Например, трудовой отпуск учителя 45 дней. Это, считай, 1,5 месяца мы отдыхаем. Заработная плата очень достойная для учителей. Наш президент очень достойно, уважительно относится к труду учителя. Но нужно отметить, что в государственных школах Туркменистана помимо русского языка преподаются и другие иностранные языки. Среди них английский, немецкий, французский, китайский и арабский. Hello, Gozel teacher. May you tell more Здравствуйте, about your Гозель. practice? Расскажите немного о своей учительской деятельности. Здравствуйте. Я педагог спецшколы номер 24. И наша школа известна всей стране своими талантливыми учениками, которые регулярно участвуют в различных интеллектуальных международных и республиканских соревнованиях. Среди них Айджемал Миредова, которая участвовала в состязании «Туркменистан. Родина процветания». В нем она одержала победу и получила золотую медаль. Давайте я вас познакомлю, и вы сможете оценить ее знания. Здравствуйте, Айджемал.
Можете рассказать больше о своей победе? Здравствуйте. Хочу сказать, что я очень рада, что победила. В соревновании было несколько этапов, на которых мы должны были петь, презентовать видео, которое сделали сами, без помощи педагогов, и отвечать на вопросы. И первое было для меня очень сложно, потому что я не умею петь очень чисто, я же не певица. Но я научилась петь, спасибо моему учителю музыки. И я сняла видео, пришлось учиться и этому. И нужно было уместить свою презентацию в 3 минуты, потому что видео — это только картинка и музыка. А текст ты должна представить сама за 3 минуты. Это было очень непросто. Мои соперники были очень-очень талантливыми. Они умели петь, свободно говорили. Я очень переживала, что вообще не займу никакого места. Но я так рада, что я заняла первое. Когда объявляли дипломантов, я очень боялась, потому что не слышала своего имени среди объявленных. Чуть не расплакалась из-за этого. А когда услышала, что заняла первое место, была просто в шоке. И чуть не расплакалась теперь уже от радости. Я даже не знала, что делать. Руки дрожали, я улыбалась, хотелось кричать от счастья, смеяться. Планируете принимать участие в других соревнованиях? Ну, несмотря на то, что я долго не спала, на бессонные ночи, на слезы и нервы из-за страха не занять место, я буду принимать участие в каждом соревновании. Хочу почувствовать эту энергию, набраться нового опыта, испытать новые чувства. Знаете, то, что ты чувствуешь до, во время и после нахождения на сцене, это что-то. Мои учителя каждый раз мотивируют меня участвовать в различных соревнованиях, и поэтому я хочу в них участвовать. И, конечно, я хочу радовать свою семью, мою семью, мою маму, саму себя, свою школу. Вот так. Спасибо, Айджимал. Удачи вам в следующих соревнованиях.